Здравствуйте, ребята! Я, Нина Демьяновна Каминарец, приветствую вас на уроке русского языка. Тема урока. Роль местоимения в языке и речи. Повторение по теме местоимения в языке и речи. И сегодня на уроке мы ответим на вопросы. Какова роль местоимения в языке и речи? Каков морфологический портрет местоимения? Что символизирует солнце? Как вы думаете, какой стала бы наша речь, исчезни из нее все местоимения? Сравните свои мысли с рассуждениями Януша Корчака, выдающегося польского педагога. Постучали в дверь. Ты спрашиваешь, кто? А не будь этой малышки кто, ты должен был бы спросить, это Казик стучит? Или Манька, или тетя, или продавец посуды. А тот все отвечал бы «нет, нет, нет». И ты мог бы так 3 часа подряд спрашивать и не угадал бы. Стал бы мокрый, как мышь, разозлился, не ел и не пил бы, все только спрашивал бы. А так, кто там? В этом коротеньком «кто» сидят имена всех на свете людей. «Кто» – это местоимение. Прочитайте следующее предложение. Почему в них смысл остается нераскрытым или предположительным? Сделайте вывод о значении местоимений в речи. Романс Чайковского в том же исполнении. В чьем исполнении? Встретиться с ним не так уж трудно. Встретиться с ним с кем? Столько же времени понадобилось для чтения рукописи. Столько же времени – это сколько? С таким настроением Андрей пришел в школу. С таким настроением. С каким таким? Он здесь ни при чем. Кто здесь ни при чем? В данных предложениях не назван предмет, о котором идет речь, а местоимение, как мы знаем, не называет предмет, а только на него указывает. Поэтому в данных предложениях смысл остается нераскрытым. Мы употребляем местоимения, чтобы избежать повторов в предложении одного и того же слова, после того, как это слово, существительное, прилагательное или числительное, уже названо или подразумевается по контексту. Выполните следующее задание. Восстановите предложение, используя различные, подходящие по смыслу, местоимения. Проверим. Кто за правду горой, тот и герой. Днем позвонили из школы. Это для меня было неожиданностью. После напряженной работы я был никакой, но эта работа была что-то. Кто-то предпочитает определенный цвет в одежде, а кто-то берет любой, лишь бы вещь была удобной. Бросившись к другу, Масленников схватил его, приподнял с места, обнял, расцеловал, схватил за руки, отодвинул от себя, посмотрел, опять придвинул к себе, поцеловал и посадил обратно. Все в 1 минуту. Сделаем вывод о роли местоимений в данных предложениях. Местоимения служат средством связи в составе сложного предложения, указывают на все содержание предложения,
заменяют целое предложение, указывают непосредственно на объекты, признаки и количество, передают определенный смысл. С помощью местоимений мы задаем падежные вопросы, спрашиваем о знаменательных частях речи и членах предложения. Сегодня в традиционной рубрике «Слово дня» знакомое вам с малых лет слово «солнце». Как вы думаете, сколько у него значений? Первое лексическое значение. Солнце – это небесное светило, раскаленное плазменное тело шарообразной формы, вокруг которого обращается Земля и другие планеты. Определять время по Солнцу. Второе значение. Свет, тепло, излучаемое этим светилом. Не сиди на солнце. Переносное значение. То, что является источником, средоточием чего-нибудь ценного, высокого, жизненно необходимого. Ты мое солнышко. Четвертое значение. Гимнастическое упражнение. Вращение тела вокруг перекладины. Крутить солнце. Пятое лексическое значение. Раскрой одежды в виде круга. Разговорное. Юбка солнце. Слово общеславянское восходит к индоевропейскому языку, к тому же древнему корню, что и латинское «сол». Однокоренные слова «солнышко», «солнечный», «солнечность», «солнечно», «солнцепек», «солнцестояние», «солнцезащитный» и другие. Что символизирует солнце в следующем тексте? Прочитаем текст. После завтрака дедушка оседлал себе серого иноходца, а внуку гнедого жеребенка с отметиной во лбу. Готовились ехать на Джайлоу. Сынок, сегодня мы поедем на Джайлоу Минжилкы, 1000 кобылиц. Навестим родственников, отдохнем, кумыс попьем, сказал старик. Дедушка, там тоже уже рассвело, да? Заинтересовался мальчик. Дедушка поглядел на радостного внука и ответил. Лучи солнца озарили половину вселенной. Где солнце, там жизнь. Люди заняты повседневной заботой. Начали работать заводы, фабрики. Строители дома строят. Дихкане урожай собирают. Слова дедушки пришлись по вкусу малышу. Где солнце, там жизнь. Это основная мысль данного текста. Выполните задание. Перескажите текст от третьего лица. Обращаю ваше внимание, ребята, что при пересказе от третьего лица изменится эмоциональная окрашенность текста. Исчезнут восклицательные и вопросительные предложения диалога. Их заменят сложные предложения, в которых мы будем использовать относительные местоимения. После завтрака дедушка оседлал себе серого иноходца, а внуку гнедого жеребенка с отметиной во лбу. Готовились ехать на Джайлоу. Дедушка сказал, что сегодня они поедут на Джайлоу Минжилкы, 1000 кобылиц, навестят родственников, отдохнут, кумыс попьют. Мальчик заинтересовался, рассвело ли уже там тоже. Дедушка поглядел на радостного внука и ответил, что лучи солнца озарили половину вселенной. Где солнце, там жизнь. Люди заняты повседневной работой. Начали работать заводы, фабрики, строители дома строят, дихкане урожай собирают. Слова дедушки пришлись
по вкусу малышу. Как вы думаете, ребята, почему в официально-деловом и научном стилях речи употребление местоимений ограничено, а в художественном и публицистическом местоимения используются часто? Тексты этих стилей речи зачастую по типу речи являются повествованием или описанием. Местоимения в них позволяют избежать повторов и тяжеловесных конструкций и являются средством связи предложений в тексте. Выполните следующее задание. Вставьте вместо скобок с указанием разряда само местоимение в нужной форме. Проверим. У нас получился следующий текст. Иногда попадается в лесу на пути дерево, и на нем, задрав хвост, кукушка произносит свое обыкновенное ку-ку. Но это не настоящая наша таинственная кукушка. Та всегда кукует где-то вдали, куда очень хочется самому, но знаешь всегда, что туда не дойти. Следующее задание. Исправьте ошибки, допущенные в употреблении местоимений. Отредактируйте предложение. Брат Сергея, когда он уехал, загрустил. Кто уехал, брат или Сергей? Брат Сергея, когда Сергей уехал, загрустил. Туристический поход начинается с закрепления обуви на ногах, чтобы они не соскочили в вязком грунте. Чтобы не соскочили что? Обувь, ноги или что-то еще? Исправляем предложение. Туристический поход начинается с закрепления обуви на ногах, чтобы она не соскочила в вязком грунте. Отец подошел к сыну, и дедушка увидел, что он побледнел. Кто побледнел? Отец? Сын? Кто? Исправленный вариант. Отец подошел к сыну, и дедушка увидел, что мальчик побледнел. Эскадрилья получила задание лететь навстречу врагу и задержать их. Кого задержать? Исправленный вариант. Эскадрилья получила задание лететь навстречу врагу и задержать его. Мы смотрели спектакль в Новом театре. От него осталось хорошее впечатление. Хорошее впечатление осталось от чего? От спектакля или от театра? Мы смотрели спектакль в Новом театре. От спектакля осталось хорошее впечатление. Составим морфологический портрет местоимения. Выполним морфологический разбор. План морфологического разбора местоимения. Первое – часть речи. Второе – морфологические признаки. Начальная форма. Постоянные признаки. Разряд по значению. Лицо для личных местоимений. Непостоянные признаки. Падеж, род, если есть. Число, если есть. Третье – синтаксическая функция. Выполним морфологический разбор местоимений из предложения «Кто за правду горой, тот и герой». Местоимение «кто» отвечает на вопрос «кто?» Местоимение. Начальная форма «кто».
Постоянные признаки – относительное, непостоянные – в именительном падеже. О ком говорится в предложении? Кто – подлежащее. Тот – местоимение. Кто? Начальная форма – тот. Постоянные признаки – указательное, непостоянные – в именительном падеже, мужском роде, единственном числе. О ком говорится в предложении? Тот – подлежащее. Итак, сегодня на уроке мы еще раз убедились в том, что местоимения в речи играют важную роль. Главное – грамотно их употреблять. Проверьте свои знания, ответив на вопросы теста. Первый вопрос. В каком варианте все местоимения написаны правильно? Все местоимения написаны правильно в первом варианте. Кого-то, кем-то, некто. Следующий вопрос. В каком варианте правильно употреблены все местоимения? Правильно употреблены все местоимения во втором варианте. Наслаждаться ею, идти с ним. В каком варианте правильно употреблены все местоимения? Правильно употреблены все местоимения в третьем варианте. Наслаждаться чьим-то голосом. О скольких сомах идет речь? Подведем итоги нашего урока. Сегодня на уроке мы ответили на вопросы. Какова роль местоимения в языке и речи? Каков морфологический портрет местоимения? Что символизирует солнце? Запишите домашнее задание. Параграф 73, страницы 206-208 нашего учебника. Упражнение 2.2, 2.3, 2.4 на странице 212. В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить. Спасибо, друзья, за внимание. Наш урок завершен. До новых встреч!